За последнее время в Башкортостане выходили малышей-торопыжек. Это дети, которые родились немного раньше, с экстремально низким весом. Один из них, минимальный, насколько я знаю, это 480 граммов. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Лиана Савина, главный врач Республиканского клинического перинатального центра. Лиана Венеровна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами просто чудесная тема. И, насколько я понимаю, только что вы к нам приехали из операционной, где только что буквально родился малыш. С каким весом кто? У нас родился мальчик, 3 860 грамм, здоровый малыш по шкале Апгар 8-9 баллов. И сейчас мама с ребенком находится на совместном пребывании уже. Чудесная новость. Вот почаще бы нам о таких рассказывать в нашем эфире. Лиана Венеровна, а в целом сколько в 2025 году родилось малышей? Всего за 2025 год родилось около 30 тысяч новорожденных детей. И, конечно, мы говорим о том, что во всей Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан, есть некий тренд снижения рождаемости, но те меры, которые принимаются и приняты сейчас, они не говорят о резком снижении рождаемости, а больше о том, что, наверное, первый возраст женщины, которая планирует свое материнство, она отодвигается чуть старше. Конечно, это, безусловно, карьера, желание женщины самореализоваться, но тем не менее, не уменьшается количество семей, которые идут за третьим и последующим ребенком. А вот есть какой-то прогноз, может быть, учитывая вот именно эти тенденции развития общества, в 2026 году сколько малышей, как думаете, родится? Ну, по крайней мере, мы не ждем резкого снижения рождаемости. В первую очередь это обусловлено тем, что в Российской Федерации и, безусловно, Республике Башкортостан приняты те меры, в том числе это диспансеризация репродуктивного здоровья мужчин и женщин, которые направлены на то, чтобы выявить заболевания репродуктивной сферы у семейной пары и, безусловно, предотвращать бесплодие и приводить к их осознанному родительству. Поэтому мы не ожидаем снижения рождаемости. Кроме этого, на сегодняшний день введены те протоколы выхаживания недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела, что позволяет нам выхаживать самых маленьких детей и, конечно же, не только их выхаживать, но и сопровождать их дальше для того, чтобы эти дети росли здоровыми и полноценными. Расскажите, а вот как изменилось в целом вот такое понятие, немного, может быть, коробит слух, и произносить его особо не хочется, но младенческая смертность? Младенческая смертность в Республике Башкортостан достигает целевых значений по его снижению. И в 2025 году в Республике Башкортостан зарегистрирован исторический минимум снижения младенческой смертности, что, безусловно, обусловлено зрелостью системы родовспоможения, которая на сегодняшний день основана на принципах преемственности, маршрутизации, централизации и обеспечения того цифрового контура, который обеспечивает бесшовность, безопасность и качество оказания медицинской помощи нашим беременным женщинам, роженицам и, конечно, с нашим самым маленьким пациентам, нашим детям. Расскажите, вот как организовано именно выхаживание беременности, да, сам процесс, уход за роженицами? Ну, во-первых, в Республике Башкортостан внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи. Что это означает? То есть 3 уровня в зависимости от степени риска и оказания медицинской помощи. Первый уровень – это кабинеты врачей женских консультаций, всего 29 в Республике Башкортостан. Это ургентные родильные залы, 39 – это в том случае, если вдруг женщина по каким-то причинам не успела маршрутизироваться на 2-3 уровень, но, к счастью, мы практически не регистрируем родов на первом уровне. На втором уровне это медицинские учреждения, в которых роды разрешаются женщины из группы среднего риска и непосредственно женские консультации. И это межрайонный перинатальный центр, их всего 6 в республике. И 3-й уровень оказания медицинской помощи, их всего 5. Они все располагаются в столице нашей республики. Это Республиканский клинический перинатальный центр, это многопрофильный родильный дом при РКБ имени Куватова, это городской клинический перинатальный центр, и мы имеем, кроме этого, федеральный наш центр, это роддом при клинике БГМУ. И, безусловно, вся система настроена на то, чтобы родоразрешение пациентки было там, где мы готовы, где большая команда мультидисциплинарной бригады, и врачи-анестезиологи, реаниматологи, неонатологи, мультидисциплинарная бригада других врачей, где оказывается медицинская помощь в самых сложных случаях. А самое главное, при преждевременных родах эти дети не только рождаются, но и выхаживаются в соответствии со стандартами клинических рекомендаций именно в учреждениях 3-го уровня. Кроме этого, очень важно отметить, чтобы понять, какая же женщина должна родить на 2-м уровне, которая
которая должна родить на 3-м уровне. В Республике Башкортостан внедрена система мониторинга беременных женщин из группы среднего и высокого риска. Он располагается в Республиканском клиническом перинатальном центре. То есть как только в любом медицинском учреждении, в нашего региона появляется беременная женщина на пороге женской консультации, высчитывается группа риска, а самое главное, она вносится в единую информационно-аналитическую систему, которую мы, специалисты перинатального центра, в режиме дистанционного наблюдения уже видим этих пациентов. Эти пациенты направляются к нам на очную консультацию, либо проводится дистанционный мониторинг в виде телемедицинских консультаций. Безусловно, это позволяет нам не только своевременно определять риски, предотвращать эти риски, но и, конечно, родоразрешать их там, где они должны родоразрешаться. Кроме этого, мы активно проводим телемедицинские консультации с нашими федеральными центрами. Кроме этого, очень развита именно пренатальная диагностика для своевременного выявления хромосомных аномалий, врожденных пороков развития плода. Опять-таки, чтобы эти пациенты родоразрешались либо у нас на 3-м уровне, это Республиканский клинический перинатальный центр, либо при необходимости, и в том числе и в федеральных центрах. Это позволяет, конечно, достичь тех результатов, которые мы достигаем на сегодняшний день. А если, например, беременная стоит на учете в частной поликлинике, такое тоже бывает, она все равно у вас есть в базе? Да, на сегодняшний день у нас выстроена система и с частными медицинскими организациями. Они знают такую волшебную аббревиатуру, которая называется АДКО. Это акушерское дистанционное консультативное отделение, в которых они также направляют наших беременных, и они также приходят к нам уже в консультативный диагностический центр. То есть эти пациенты при наличии группы высокого риска, в основном, и тем более, если у них есть такие соматические заболевания, если у них диагностируются такие грозные состояния, как врастание плаценты, центральное предлежание плаценты, они также направляются к нам, и, как правило, родоразрешаются тоже у нас. А если говорить о преждевременных родах, насколько вот этот процент по статистике вырос или, может быть, упал? Вот какова у нас? На сегодняшний день показатель в регионе, он не отличается от общероссийских тенденций. Наверное, в первую очередь это связано с тем, что внедряются единые клинические протоколы, внедряются кабинеты невынашивания, в которых эти пациенты также в бесшовном процессе передаются к нам. Кроме этого, в Республиканском генетическом центре действует охрана материнства и детства. И как только пациенты, к примеру, с бесплодием или с привычным невынашиванием обращаются в Центр охраны материнства и детства, они имеют беременность, а дальше они приходят к нам, и мы их все-таки на сегодняшний день, используя новые технологии, в том числе и клинические рекомендации, безусловно, их строгое соблюдение, мы уменьшаем количество преждевременных родов. А если говорить, какие новые методы лечения, диагностики внедрили, может быть, за последнее время? Если мы говорим непосредственно и о женщинах, и о детях, здесь очень важно это отметить, потому что наша задача – это здоровый ребенок и здоровая мама. Безусловно, на сегодняшний день регистрируется тренд таких грозных осложнений, как врастание плаценты, предлежание плаценты. И эти пациенты родоразрешаются у нас, и здесь применяются новые технологии, в том числе эндоваскулярные, для минимализации и предотвращения массивной кровопотери. Кроме этого, используются аутогемотрансфузии, когда при кровотечении мы женщине переливаем ее же кровь. И в этом случае, во-первых, пациентка остается не только детородным со своим органом, то есть матка, но еще имеет возможность еще родить. Что касается детей, то на сегодняшний день, безусловно, выживаемость детей, особенно с экстремально низкой массой тела, она имеет тенденцию к увеличению. И это связано с тем, что внедряются единые протоколы, в том числе по респираторной поддержке, единые протоколы по их питанию. И, безусловно, междисциплинарная команда, потому что при возникновении ургентных ситуаций, которые связаны с хирургической патологией или с какой-то другой, мы всегда в тандеме с Республиканской детской клинической больницей этих детей ведем мы совместно. И, кроме этого, действует бесшовная передача катамнестического наблюдения этих детей. Нам недостаточно просто выходить этих детей. Нам необходимо, чтобы эти дети дальше наблюдались, и также команда экспертов и были, безусловно, здоровыми и проходили тот реабилитационный потенциал, который для них важен. Конечно же, здесь немалую роль играет оснащение медицинских организаций, и в рамках национального проекта «Семья», федеральной программы охраны материнства и детства, наши перинатальные центры Республики Башкортостан в 2025 году получили
получили 114 медицинских изделий. И в первую очередь это было переоснащение детских реанимаций. Это экспертные аппараты УЗИ, это аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты гипотермии и так далее, которые помогают нам, безусловно, отрабатывать таким образом, чтобы эти пациенты получили качественную медицинскую помощь. Ну и кадры – это то, что для нас, безусловно, является ключевым приоритетом. И здесь, конечно же, мы работаем и в тандеме с федеральными центрами. Каждое ведение детей, сложных детей, всегда ведется совместно с федеральными центрами. Согласовывается лечение, согласовывается наблюдение, ведение. Конечно, это командная работа. Лиана Венеровна, немного личный вопрос в завершении нашего интервью. Вот в любой работе есть какой-то вот момент привыкания. Но все равно, не привыкли ли вы, может быть, ваши коллеги? Ну вот, очередная беременная. Вы знаете, нет. Вот, наверное, на мой взгляд, может быть, потому что я акушер-гинеколог, к этому нельзя привыкнуть. Каждое рождение детей – это для нас как праздник независимо. Это происходит в 5 часов утра, когда мы устали, когда у нас на исходе суточное или вообще, в принципе, дежурство. Независимо это происходит в 6 утра или в обеденное время, для нас всегда это праздник. И, безусловно, здесь очень важно отметить тот факт, что особенно для нас победа, когда мы не просто можем доносить беременности до доношенного срока, но и когда в случаях преждевременных родов у нас дети выхаживаются. И вот для этого каждый год в ноябре у нас проходит День недоношенных детей. И знаете, какое счастье, когда к нам приходят родители, мамы, папы, вот с этими крошечными детьми, которые у нас укладывались на ладошки, а здесь они уже приходят большие, к нам приходят дети и 3, и 4, и 5 лет и так далее. И, безусловно, это большой для нас праздник. К этому нельзя привыкнуть. Вы знаете, наверное, я с вами соглашусь. Спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, несмотря на то, что у вас такой насыщенный график. Ответили на наши вопросы, рассказали о том, как чудесно быть родителями. Спасибо. Спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы ответила Лиана Савина, главный врач Республиканского клинического перинатального центра. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.